Всем привет, меня зовут Самат. Мы, конечно же, всей редакции читаем ваши комментарии. Спасибо огромное за вашу обратную связь. Мы видим, что вы полюбили нашего диктора Айвара и просите его вернуть. Мы обязательно вернем, но иногда мне нужно поговорить о важных темах от своего лица. Все-таки, когда я пишу сценарий и делаю видео от лица редакции Терень, я стараюсь держать дистанцию, быть объективным, не перегибать, не навязывать оценку, иногда сознательно сглаживаю углы и не всегда называю вещи своими именами. Но в случае с фильмом «Кентавр» мне показалось неправильным не поговорить максимально откровенно, как это и сделал в ленте сам режиссер Ахтан Арамкуат. Почему у меня к фильму особое отношение? Потому что «Кентавр» — это, на мой взгляд, самое точное художественное описание современного кыргызского общества. Режиссер очень тонкими, изящными мазками и подтекстами поднимает серьезные проблемы, стоящие сегодня перед нами. Фильм «Кентавр» 2017 года, хоть и был тепло принят международными фестивалями в Бельгии, Германии, Казахстане и США, не то что не удостоился таких оваций на родине, многие увидели в картине только критику бездумной исламизации, происходящей в нашем обществе. Но разве это все, что предлагает фильм? Разве картина не шире, глубже и болезненнее? Деградация культурной памяти, разрыв между традицией и современностью, переосмысление кыргызского чуда и айтматовского наследия. И главное, то, как кыргызское общество кочевников превращается в кентавров. Об этом наше сегодняшнее видео. С вами, как всегда, редакция Терень. Давайте разбираться. Давайте уделим буквально пару минут сюжету картины. Он, как и обычно в фильмах Ахтана Арамкуата, довольно линейен, незамысловат, но полон символизма. По сюжету главный герой фильма — тихий, скромный, слегка чудаковатый человек, бывший киномеханик, ныне работающий где придется, которого все односельчане зовут Кентавром. С главным героем связаны три основных внутренних переживания. Первое — он женат на женщине с нарушением слуха по имени Марипа. Их сын Нурберди не говорит, хотя уже давно пора бы. Родители боятся, что то, что мать не разговаривает, отразилось и на сыне. Второе переживание главного героя посвящено женщине, продающей Максим, по имени Шарапат, которой он начинает испытывать чувства и встает перед непростым этическим выбором. Бежать по зову сердца к максимщице Шарапат или сохранить верность Марипе. Очень скоро соседи расскажут Марипе о том, что у ее мужа якобы есть любовница, и она заберет сына и уйдет от него. Третье же главное переживание Кентавра посвящено одной древней легенде. Согласно ей, кыргызский народ некогда был един и непобедим, не в последнюю очередь благодаря своим коням. Но со временем кыргызы нарушили заветы предков, возомнив себя богами, ожесточились и очерствели, вследствие чего высшие силы покарали их и лишили благополучия и могущества. Снять проклятие может только всадник, способный найти настоящего скакуна и готовый скакать на нем всю ночь напролет по степи с молитвой о прощении за деяния предков. Если сделать все правильно, то явится сам Камбарата и отменит свое проклятие, и кыргызы вновь станут всесильными и благородными. Так, уверовав в эту странную легенду, кентавр становится конокрадом, ворует лошадей и ночами напролет скачет на них по просторам степи. Но его тайне не было суждено храниться вечно. В скором времени он украдет лошадь своего богатого родственника Карабая, тот организует поиски вора и вскоре выйдет на кентавра. Как нам не стыдно говорить? Что лошади — крылья людей. Мы потеряли свои крылья. Мы продали души и стали чудовищами. Во время суда, благодаря заступничеству Карабая, односельчане решают, что не все потеряно, и обращение в ислам поможет грешнику очистить свою душу. Кентавру, оставшемуся без жены и сына, побритому налысо и обращенному в религию, никем не понятому и униженному, не получается принять свою новую действительность. Он уходит из мечети во время совершения намаза в киноклуб и включает любимые кадры из фильмов кыргызского чуда. После этой его финальной выходки терпение односельчан заканчивается, и героя прогоняют из селения. На выходе из села неугомонный кентавр видит стадо лошадей и решает напоследок отпустить их, за что получает пулю и умирает. Пристрелю тебя! В финальных кадрах картины мы видим, как сын кентавра Нурберди произносит свое первое слово. Папа! Папа! Повтори. Папа! Давай еще раз. Давайте попробуем проанализировать картину в разрезе нескольких идей. Первое, на что нужно обращать внимание в работах авторов вроде Ахтана Арамкуата, это название.
Кентавр — это существо из древнегреческой мифологии, наполовину человек, наполовину лошадь. И это не просто красивый образ. Кыргызы — народ кочевой традиции, где конь был продолжением человека. В эпосе Манас конь не транспорт, а союзник. А в народной формуле говорится «ат адамдын канаты» — конь — крылья человека. Но в фильме лошадь уже не крылья. Это мясо, скачки, деньги. Если Светоке несет обществу просвещение и развитие, то Кентавр олицетворяет то, как кыргызское общество застряло на идеологическом и нравственном перепутье. Кыргызы — это кочевники, наша юрта, бытовые принадлежности и традиции. Мы все время это слышим. На государственном, социальном и культурном уровне нам, как обществу, простраивают четкую связь с номадическим прошлым. Но живем в оседлой, рыночной, фрагментированной реальности. Мы — светское государство с усиливающимся религиозным влиянием. Мы — дети советской системы с западными культурными импульсами. Мы говорим о традициях, но плохо их понимаем. Это и есть Кентавр. Существо, которое не стало ни человеком, ни конем, застрявшее на стыке двух форм, испытывающее дискомфорт и дисфорию. Мы видим эту дисфорию в главном герое, не чувствующем себя в своей тарелке. И согласно Ахтану Арымкуату, к сожалению, Кентавр — это общество, которое ушло в крайности быстрее, чем успело что-то осмыслить. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. В попытках сделать что-то для сохранения кыргызской идентичности мы все чаще слышим «Манкурт, говори на кыргызском», и режиссер показательно добавляет в фильм сцену, в которой Марипа говорит соседке «напиши на русском». Ну, потому что в Кыргызстане, как и во всем СНГ, все глухие и слабослышащие люди используют так называемый РЖЯ – русский жестовый язык. Вы хотите, чтобы все говорили на кыргызском? А как тогда, например, быть людям с нарушением слуха? Создать пока не существующий кыргызский жестовый язык? Дело-то ведь не столько в языке, а в отсутствии системного мышления и понимания между людьми. Мы символические, современные кентавры. Мы кричим «манкурт», но не создаем условий для развития культуры. Мы требуем чистоты идентичности, но не понимаем, что идентичность строится институтами, а не лозунгами. С другой же стороны, картина «Кентавр» — это переосмысление айтматовского «Красного яблока» и «Белого парохода», да и в целом кыргызского чуда в кино. Примечательно, что и в «Светоке», и в «Кентавре» главную роль играет сам Ахтан Арымкуат. И в обоих случаях герой безымянный и обезличенный. Мы не знаем, как его зовут. Он не Свет, не Кентавр, это лишь их прозвище и дух эпохи. Режиссер берется исполнить роли сам, желая передать это общественное состояние зрителю наиболее точно. Понимаете, особенно это символично в разрезе того, как Ахтан Арымкуат стал продолжателем айтматовских идей, ведь если разбирать Кентавра глубже, то очевидно, что перед нами продолжение линии кыргызского чуда. Только уже без Айтматова как литературной опоры. Здесь выстроен собственный миф. Кентавр — перерождение Нургазы из «Белого парохода». Сюжет, как и у Айтматова, выстроен на основе мифотворчества древних кыргызов. Судите сами, у Айтматова Нургазы верит в родственность людей и оленей. У Ахтана Кентавр верит в сакральную связь кыргыза и лошади. Олени в «Белом пароходе» дали народу жизнь, лошади в Кентавре — крылья. Первых начали отстреливать на рога, последних резать на мясо. В обоих случаях разрушается древний союз. И в обоих случаях за это приходит расплата. Мать олениха уходит. Камбарата лишает благословения. И Нургазы, и Кентавр — единственные, кто воспринимает это всерьез. Остальные давно приспособились. Важно, ни Айтматов, ни Ахтан Арымкуат не морализируют. У них нет черного и белого. Нет плакатного добра и карикатурного зла. Они пытаются выяснить не кто виноват, а что с нами происходит. Знаменитая «Кайда баратаус» — это не пустой лозунг, а конкретная проблематика. Нургазы — дошкольник, живущий на кордоне. Кентавр — взрослый мужчина, бывший киномеханик, подрабатывающий строителем. Оба маленькие, лишние люди. Люди, которым просто больно смотреть, как исчезает связь с корнями. В итоге единственным выходом для всех лишних в своем социуме становится смерть. Примечательно, что и Кентавр, и Нургазы умирают в воде, тем самым обретая освобождение и столь желанное очищение. Айтматов оставляет нам мысль, что утонув, Нургазы превращается в рыбу и, наконец, теперь сможет встретиться с отцом, плавающим на далеком белом пароходе. Финал же Кентавра тоже символичен. В момент кончины героя его сын наконец-то произносит долгожданное «Ата». Нам оставляется небольшой лучик надежды на лучшее завтра. Во вторую же очередь, Кентавр является и переосмыслением «Красного яблока». Те же темы запретной любви и второй женщины, заполнившей все пространство размышлений главного героя. Темир думает о долге перед дочкой и женой, но вспоминает незнакомку, покорившую его сердце. Кентавр тоже мыслями Шарапат.
но не может уйти из-за долга перед сыном и женой. Первый фильм, который он включает в киноклубе, в котором он когда-то работал киномехаником, это «Красное яблоко». Дома у него висит плакат «Красного яблока». То есть режиссер словно говорит нам: мы как народ так и не осмыслили месседжей кыргызского чуда и остались где-то на стыке, перепутье, где-то между, так и не осознав своего культурного начала. Мы, как и главный герой фильма «Кентавр», так и не учли ошибок, показанных в фильмах кыргызского чуда, и повторили их. Те же проблемы Тимира с мечтами о несбыточной любви, та же печальная жизнь Нургазы. Мы видим тот же постер Лютого Океева или Көксерек, произведение об Ахангуле, получеловеке, полузвере. И третье, о чем нельзя не поговорить, я, наверное, не перестану восхищаться талантом Ахтана Рымкуата, «Кентавр» — это еще и кино о кино. Вообще, в среде кинематографистов особенным почетом пользуются фильмы, в которых есть еще и двойное дно, посвященное ремеслу кино. Например, Бёрдман Алехандро Иньярриту, черная комедия о бывшем актере, снятая в стиле одного непрерывного кадра оператором Эммануэлем Любецки, показывает закулисье кино как индустрии. Ну или бойцовский клуб Дэвида Финчера заигрывает со зрителями и с кино как таковым, вкладывая в сюжет и картинку постоянные 25-е кадры. Тут имеются интересные возможности. Скажем, вклеить порнографические кадры в семейный фильм. И когда жирный кот и смелый пес, говорящие голосами кинозвезд, встречаются в третьей части фильма, на экране проскальзывает то, что внес в картину Тайлер. Никто не осознает, что он это видел. В общем, в кинематографе очень ценятся фильмы, исследующие самих себя. Так вот, «Кентавр» — это первый кыргызский фильм такого плана. Вот цитата самого Ахтана Рымкуата. «Не знаю, что нас ждет, если мы не сохраним свою культуру и традиции. События в мечети, которые показаны в картине, я пережил сам. После развала Советского Союза здание кинотеатра в нашем селе отдали под мечеть. Мы видим, как дверь киноклуба заколачивается, и одновременно с этим ветер, любимая стихия режиссера, распахивает соседнюю дверь в мечеть». Фильм о том, что образы из кыргызского чуда оказались не нужны современному обществу. Киноклубу, постерам, вставки из «Красного яблока» режиссер уделяет особое внимание в фильме, но кроме него они оказались никому не нужны. В общем, я к чему? «Кентавр» — это еще и аллегория Ахтана Рымкуата на самого себя. Он сам оказался на стыке эпох, и мы утратили свое кинематографическое наследие. Годы, когда символизм кыргызского чуда ценился, уже прошли, а он, очарованный этой эстетикой, застыл в форме кентавра и до сих пор пытается передать нам это ощущение. В заключение хочется сказать, что «Кентавр» Ахтана Рымкуата — это в первую очередь призыв. Призыв остановиться на миг и задуматься, а в правильном ли направлении мы идем как кыргызский народ, чтобы в итоге найти свой путь и соединиться в цельного человека, а не слиться в некрасивой трансформации в нелепое существо. Благо у нас есть такие режиссеры и такие фильмы, которые не устают нам о таком напоминать. С вами была редакция Терень. Увидимся в следующих выпусках.